Я думаю, ни для кого не будет секретом то, что с каждым годом количество машин в городе становится все больше, а ждать приходится все дольше. На 1 января 2025 года в Якутии зарегистрировано свыше 245 тысяч легковых автомобилей. Еще в 2023 году, по данным мэрии, в Якутске было зарегистрировано свыше 120 тысяч легковых автомобилей. Если взять 120 тысяч автомобилей и поставить их впритык друг за другом, ну, бампер к бамперу, то получится расстояние 540 километров. 540 километров — это примерно как от Якутска до Алдана. Для сравнения, в 2000-х годах машин где-то было от 20 до 25 тысяч, в 2010-м 60 тысяч, а в 2023-м уже 120 тысяч. Наверное, вы догадываетесь, на каких улицах чаще всего возникают пробки. Это, конечно же, Дзержинского, Лермонтова и все остальные улицы. Раньше зимой был свой плюс. На улице минус 50, машин мало, а дороги ровные. Но сейчас ситуация уже не такая. На улице также минус 50, дороги, возможно, и ровные, но машин стало также много, то есть как и летом почти. Наверное, вы догадываетесь, каких марок автомобилей больше всего. Конечно же, это Toyota. Их просто полно, мы любим Toyota. Так в чем же причина, почему пробок стало за последнее время так много? Попробуем разобраться. И, конечно же, главная причина то, что город активно растет. Он растет не только вширь, но и ввысь. В целом и население города сильно выросло. Число автолюбителей тоже выросло. И, соответственно, тех дорог, которые изначально исторически предназначались, просто не хватает. Дороги банально не рассчитаны на такое количество автомобилей. Можно сказать, мы уперлись в максимальную пропускную способность. Новых районов в Якутске стало много. Районы буквально вырастают из ниоткуда. То Прометей, и 203, и Звездный, и другие районы. Но это все, опять же, нагрузка, огромная нагрузка на нашу инфраструктуру дорожную, конечно же. И в этих моментах, когда ты едешь, теперь там приходится долго стоять, потому что оттуда очень долго выезжает. Ну, такая плата за рост города. Не стоит забывать также про ремонт дорог, который никак не может закончиться. Каждый год постоянно что-то ремонтируется. У нас, в принципе, сезон ремонтных дорог достаточно короткий, поэтому все пытаются уместить в короткий промежуток времени. И это очень сильно сказывается, накладывается друг на друга. С одной стороны, ремонтируют, где-то объезжаешь и там ремонтируют, все друг на друга перекладывают, все это тянется, а пробки только растягиваются. Люди начинают искать обходные пути, и там тоже что-то происходит, например, ДТП. Знаете, еще что меня накаляет? Это когда где-то происходит такое, знаете, легкое ДТП совсем там, не знаю, чуть-чуть совсем там задевает, и полдня там стоят и ждут ГАИ. Все, где-нибудь на Круговой или еще что-нибудь. То есть они не отъедут никак, можно было, казалось бы, сфотографировать там или как-то договориться. Нет, все перекроется и стоят. Вот это я не знаю, что там происходит вообще. Про качество дорог, я думаю, вы все сами понимаете. Там сильно не разгонишься, с одной стороны это плюс, с другой стороны это вызывают постоянные пробки. Люди потихонечку сбавляют скорость, потому что там впереди какая-то яма, а иногда и порой просто асфальт вырезают. Да что уж рассказывать, все автолюбители, владельцы и так знают, какие у нас дороги. Хотя, в защиту наших дорог скажу то, что в принципе, они стали лучше, если сравнить с прошлыми. Просто тогда было машин меньше. Учебные автомобили на дорогах — это отдельная история. Когда я еду, я постоянно, почти каждый день вижу учебные автомобили. Этих автошкол разных стало очень много, и винить как бы некого, с одной стороны. Спрос рождает предложение. Но с другой стороны, когда ты едешь и плетешься, не можешь объехать, невольно в голове возникают нехорошие мысли. Не забудем также наши зимы. Зимой в туман разгоняться крайне опасно. А тут еще и гололед какой-нибудь иногда добавляется, и все плетутся очень медленно, очень медленно. Но что тут поделать, такой у нас климат, вариантов не так много. А знаете еще, что очень сильно раздражает? Так это парковки, точнее то, как иногда паркуются. Вот с парковками прям чувствуется, какая-то беда начинается очень сильно.
Люди порой бросают просто машину в какую-то проезжую часть, перекрывают и без зазрения совести уходят в магазин или по каким-то делам. Там образуется огромнейшая пробка и не знают люди, что делать. Уже машину-то вытолкнуть или что дальше делать. Поэтому, наверное, в этом плане культура вождения какая-то должна быть все-таки. Какие же пути решения есть? Что надо сделать? Может, какой-то есть способ сделать так, чтобы пробок стало меньше? Я сомневаюсь, что их совсем можно убрать. Первый совет — это пить магний. Магний всем обязательно, потому что нервы нужны крепкие. Шутка. Первое, что на ум приходит, это просто расширить дороги, добавить там новые какие-то развязки. Да, конечно, но это все упирается, скажем так, опять же, в инфраструктуру. То есть исторический город так сделан, что нельзя просто взять так и выкопать там несколько полос, создать новых. Ты все равно затрагиваешь какие-то ограждения, какие-то коммуникации, и это просто переделать не получится так. Так как город все-таки у нас не молодой, то и поменять достаточно тяжело. Поэтому это не совсем полное решение. Да, она, конечно, разгрузит дорогу сильно, но не полностью. Развитие общественного транспорта очень сильно разгружает в целом дороги. То есть, если сделать комфортные автобусы, которые регулярно ездят, ну, почему бы и нет? Можно было бы и проехаться лишний раз. Зачем постоянно садиться в свою машину? Также во многих городах убирают парковки, то есть вообще запрещают парковки в определенных местах, чтобы там не было заторов. Кто-то вводит еще дополнительно платные парковки, соответственно, тоже количество желающих припарковаться уменьшается. Я думаю, где-то у нас уже, по-моему, это даже запускалось. Наверное, это у нас тоже начнут потихонечку вводить. Умные светофоры тоже очень сильно помогают. Я где-то читал то, что у нас это уже где-то вводится, но, видимо, недостаточно, потому что порой на светофорах ты вот едешь, и у тебя такое ощущение, будто именно тебя эти светофоры преследуют. Через каждые там 100 метров приходится останавливаться и ждать. А ты смотришь по сторонам, а никто и не едет. Ты просто ждешь. Потом едешь и опять ждешь. Вот именно в такие моменты умные светофоры, не знаю, может там с каким-то нейросетью или искусственным интеллектом, было бы вообще отличная вещь. Конечно, если только их не взломают. Также есть спорные методы. Например, в некоторых странах запрещают транспорт по определенным дням. То есть ты вообще не можешь ездить на своем автомобиле. Там есть какие-то мероприятия или еще что-то такие, в час пик, не знаю, и нельзя, и все. В конце 19 века в Лондоне главной проблемой был конский навоз. И когда какой-то проходил опрос, спрашивали, какие в будущем вы видите проблемы. Все говорили, то, что навоза станет настолько много, то, что мы будем просто застрянем в нем и не сможем его убирать. Но проблема решилась, когда появились автомобили. Может быть, и в нашем случае появятся какие-то технологии, которых мы сейчас пока не подозреваем, или они находятся настолько в сыром виде, которые сильно нам разгрузят ситуацию. Но мне почему-то кажется, то, что если мы будем более сознательно водить, скажем так, повысим культуру своего вождения, то это заметно улучшит ситуацию. Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Как часто вам приходится стоять в пробках? И может у вас какое-то есть интересное решение? Также, если вам интересны данные темы, то смело подписывайтесь. Также не забудьте про телеграм-канал.